я выделил не один вопрос, но зато смогу рассмотреть его достаточно подробно. И в качестве этого вопроса я бы хотел рассмотреть проблемы, связанные с удалением защитных покрытий. Это вопрос, на который мы сегодня будем искать ответ, как избежать проблем с удалением защитных покрытий. Я считаю, это вообще довольно актуальная проблема, потому как часто слышу вопросы, там обращаются, вот это живая фотография, да, это на руке с удаленной шпателем слои защитного покрытия. На каком-то из объектов мы дошли в такую ситуацию, что пришлось удалять полотна химических, то есть просто шпателем отдирать, что, конечно, сильно усложняет жизнь клинера. Сразу хочу оговориться, что несмотря на разницу в терминологии, да, защитные покрытия в разной литературе разных производителей могут именоваться по-разному, независимо от того, как мы будем называть наши защитные покрытия. Полироль, лак, финиш, мастика, полиш, полипура, как угодно. Смысл от этого не меняется. Я привык к термину полироль, мне кажется, просто мне нравится больше, поэтому я буду упоминать его, но тем не менее, кому как угодно, вы можете про себя понимать, что я говорю о лаках, мастиках, полимерах и так далее. Для начала давайте остановимся на том, что из себя, собственно, представляет вообще полироль. Для того, чтобы принимать вопросы, связанные с сложностями удаления полироли, надо понимать, что мы удаляем. Итак, в первую очередь, полироль – это вода. Это больше половины любой полироль, который сегодня представлен на рынке, которые введены много дисперсий полимеров, восковые эмульсии и так далее. Не буду перечислять, полностью все позиции не отнимать время. Скажу только, что мы будем к этому стадию возвращаться, и я буду подчеркивать те моменты, которые существенны в данной ситуации. Очень важным является понимание того, с каким типом полироли мы работаем. И один из важнейших показателей полироли является показатель сухого остатка. Все понятно, что производитель, когда он отгружает производит какую-то канистру, он может налить в эту канистру побольше воды или поменьше воды. Совершенно понятно, что в этой ситуации здесь акриловые дисперсии, восковые эмульсии становятся больше или меньше. Совершенно понятно, что после высыхания такой пленки мы получаем тоньше и толще слой. Есть два принципа, которые придерживаются производители, это их условно можно назвать американский и европейский. Американский принцип – это применение защитных покрытий с сухим остатком где-то 15-18%. То есть, грубо говоря, на 100 грамм той каменной полироли, которую вы приобрели, 15-18 грамм это будет сухой остаток, собственно, пленкообразующее вещество, и остальные там 85% это будет вода. И полироль, полироль является удобством нанесения, но для того, чтобы сформировать износостойкое защитное покрытие, нужно не менее 4 слоев такого полироль нанести, что, конечно, получается, необходимо тратить больше времени, сил и, соответственно, денег. Или есть второй подход к формированию рецептур полироли, это европейский подход. Европейский, как правило, меньше 20% не снижается. И, соответственно, для того, чтобы сформировать защитное покрытие, достаточно нанести два слоя такого покрытия. И важно не путать эти моменты. Если мы говорим о защитных покрытиях с высоким содержанием сухого остатка, 20-25%, нанеся такое покрытие в 4 слоя и более, мы себе заранее программируем проблемы при удалении этого покрытия. Через полгода, через год, не важно, на равный полчек покрытие нужно будет удалять. И тогда, что называется, начнутся проблемы. Если же речь идет о полироли с низким сухим остатком, никаких проблем не бывает, но тем не менее нужно четко себе представлять, какой полироль в данной ситуации вы работаете. Как правило, если полироль с высоким содержанием сухого остатка, где-то считается плюсом, и производители пишут везде в рекламе, этикетки, высокий содержание сухого остатка, даже будет не ошибиться. Второй показатель, который важен, который касается вопроса удаляемости полироли, это тип применяемого связующего. Опять-таки, производитель может в качестве основного пленкообразующего вещества применять различные виды полимерных компонентов. Это могут быть акриловые дисперсии, акриловых полимеров, стиролакрил или полиэтиленовые. Стиролакрил, несомненно, дешевле, но он со временем имеет тенденцию к пожелтению. В первую очередь, здесь воздействие его фиолетового цвета. Полиэтановые это вещи действительно полезные с точки зрения износостойкости, с точки зрения увеличения блеска, но это проблема с удалением. Серьезная проблема с удаляемостью. Мы, как производитель в свое время, должны были сделать этот выбор, мы выбрали акриловые дисперсии полимеров.
чуть дороже получается себестоимость, но отсутствует проблем с пожелтением, нет проблем с удаленностью. Но тем не менее, мы как клиенты должны быть готовы столкнуться и решить проблему с удалением и полигонами содержащих защитных покрытий. Часто мы сталкиваемся с тем, что когда мы заходим на объект, на напольное покрытие нанесены не 1, 2 или 3 слоя защитного покрытия. Это может быть 6, 8, 9, иногда бывает и 12. Почему это случается? Но в первую очередь, представим себе, когда клиновая компания прошло там где-то 6 месяцев, да, пришло время менять защитное покрытие в каких-то местах, где образовались дорожки, и что они видят? Они видят протертую дорожку в местах высокой проходимости, но при этом общая площадь защитного покрытия, она временно блестит. Вот из вас просто незащитная проходимость маленькая. Ну, в такой ситуации клиновая компания решает, давайте не будем двигать все. Мы сэкономим время, сила, просто нанесем еще пару слоев. И эти пару слоев они закроют проплешины, ну там пускай будет там 5-6 слоев по краям, кого-то волнует. В результате, после такой клиновой кампании, если она в конце концов теряет объект, и вы на этот объект заходите, вам приходится удалять 6, 8, 9, 10, 12 слоев, и дальше это становится вашей проблемой. Вторая ситуация, клиновая компания верит, что за счет бесконечного увеличения количества слоев мы можем достигать невероятных показателей блеска. Когда вы в теоретической части, вы увидите, тут нанесено 9 слоев. Где-то после 5-го слоя блеск уже выравнивается, и нанесите последующие слои защитных покрытий, смысла уже нет никакого. При том, что в данной ситуации мы работаем с содержанием сухого остатка 25%. Но это высокий процент. Есть еще такой принцип поддержания защиты на напольном покрытии, называемый американским термином скрабинг. Смысл в том, что напольное покрытие наносится заведомо более толстое защитное покрытие, чем необходимо для его нормальной защиты, но с тем прицелом, чтобы потом со временем просто механически сошлифовывать, счищать слои защитного покрытия и вы как пишете не грязь и загорять таким образом новые слои защитного покрытия, которые еще не были повреждены, загрязнены. Но у нас в России, как показывает наша практика, не всегда это применимо, потому как у нас все-таки полы неровные. И даже работая с красным паром, интенсивно применяя процедуру скрабинга, часто, которые эти работы выполняют не специализированные бригады обычные, а выполняют персонал заказчика, бывают ситуации, когда линолеум повреждает. Ситуация с гидрогеном линолеум, мы имеем вообще серьезные проблемы вплоть до протирания до дна. Ну и бывают ситуации, когда клиновая компания связана контрактными обязательствами с заказчиком, когда заказчик говорит, понимал, что ты каждый 3 месяца я вот менял полироль, меня не волнует, надо это или не надо, я за это заплатил, я хочу, чтобы полироль была нанесена. Часто компания заходит на объект, по истечении 3 месяцев, видит, что в общем полироль целая, зачем ее удалять, он еще и посмотрит, а давайте положим полироль себе. Так или иначе, мы минимируем с этим возникающий ряд проблем, в первую очередь связанных с сложностями, возникающими при высыхании покрытия. Совершенно понятно, что если мы накидаем большое количество слоев, нужно понимать, что полироль сохнет на самом деле не 15, не час, не те 6 часов, которые мы ждем до того, как начнет по полироль ходить. Существуют другие, более глубокие и более обтянутые во времени процессы. Если говорить о полимеризации покрытия, то оно вообще заканчивается в течение 2-3 суток. Поэтому, если мы говорим о полироле, которая не предназначена для недостойного нанесения, то мы неминуемо имеем ситуацию с запиранием влаги, возникающей при высыхании, принимающейся с нижних слоев, запиранием при влаге верхнего слоя. Мы получаем покрытие, которое киснет. И это покрытие переувлажненное, оно будет реагировать с влагой, которая нанесена, наносится в результате в процессах мойки. Вода с водой будет реагировать, и будем получать разрушение защитного покрытия. Совершенно понятно, что таким полам больше грязь будет липнуть, и существует опасность возникновения повторительных дефектов, крокодиловая кожа, рыбий глаз, всевозможные дефекты, которые мы часто видим, когда нас вызывают для проблем, например, для узнания, а сколько слоев было нанесено и как эти слои сохнут. Поэтому я призываю по-хорошему, когда вы заходите на объект, не усложняйте себе жизнь той компании, которая потом придет на одном веке после вас. Нормально является нанесение 2 от силы 3 слоев защитного покрытия. Если мы можем бесконечно долго писать в рекламе, когда в листах растягивать канистру на 500 метров, на 1000, но на самом деле нормальная пленка, она работает при таких коэффициентах, при таком расходе, как превышение этого расхода, так и рассеивание пленки на большей площади. Если мы нанесем пленку более толстым слоем, опять мы получаем ситуацию с трудным высыханием.
Теперь предположим, что мы зашли на объект, мы видим, что защитное покрытие сложное для удаления, а возникает вопрос, а может быть мне, в общем-то, не стоит его удалить? Может быть, я внесу свое защитное покрытие, но пускай я получу там какие-то проблемы там, с влагостойкостью, там, защитную, с ухудшением носостойкости, может быть, какие-то возможные дефекты. А вы принесет. А возможно ли на старое защитное покрытие, которое было внесено неизвестно кем до меня, нанести свое новое защитное покрытие? Ну, допустим, даже если вы будете хорошо очистить покрытие, обеспечите удаление жиров, обеспечите хорошую адгезию, могу сказать сразу, что эта штука сработает не всегда. Почему? Потому что вы, скорее всего, не будете знать, а какое защитное покрытие было внесено на вас. Так вот, я еще раз возвращаюсь к составу полироли. В составе полироли есть такие штуки, являются коалесценты. Это вещества, подрастворяющие пленочку. Дело в том, что для того, чтобы создать действительно носостойкую защитную пленку, применяется акриловая дисперсия, которая не высыхает при комнатной температуре. Если такую акриловую дисперсию наложить на пол, она после высыхания образует порошка. Это будет хрупкая такая субстанция. И для того, чтобы заставить ее высохнуть при комнатной температуре, ее нужно немножко подрастворить. И вот такие вещества, которые снижают минимальную температуру тонкообразования, это коалесценты. И эти коалесценты работают исключительно в определенной концентрации. И эти коалесценты, если они неправильно применены при производстве, они разрушают полностью пленку и не допускают образования защитного покрытия. Так вот, если вы нанесете на старое защитное покрытие какого-то неизвестного производителя, защитное покрытие нового производителя, очень велика вероятность того, что эти коалесценты, они прореагируют с защитным покрытием под ним. Они его просто подрастворяют. Что в такой ситуации вы получите? У меня такой случай был, вы получаете липкие полы. То есть вот постоянно на этом находим покрытие 5-7 секунд, и уже с треском подошва отрывается, приходится полностью полы замывать. Да, бывают ситуации взглядом. Да, бывают ситуации, когда проблем не бывает. Но тут как угадать, 50 на 50. Поэтому так или иначе удалять старое защитное покрытие необходимо. Раз мы его удаляем, хотел бы сразу коснуться того, чего вы, по нашему мнению, делать не стоит. В первую очередь надо применять черный план. Как показывает наша практика, да, при решении даже самых сложных задач удаления защитных покрытий, работать в первую очередь должна химия. И мы, как производители химических средств, говорим о том, что мы можем делать химические средства, которые будут решать задачи с большим запасом. И черный пад – это вещь, которая может, во-первых, просто механически повредить напольное покрытие, во-вторых, в последнее время вот, китайские пады, которые приходится заработать, они просто краситель отдают. И в стрипере черный краситель, он потом растворяется, он попадает в напольное покрытие и красит полы. Зеленый пад – это нормально. Мы сейчас будем удалять сложное для удаления защитное покрытие, то есть применением зеленого пада вы можете увидеть. Еще какой момент хотел сказать. Существует мнение о том, что для того, чтобы стрипер был эффективен, нужно применять стрипер с максимальным значением pH. Да? Особенно если мы говорим о сложных удаленных защитных покрытиях, то там достоинство это 12-14 мм. Это тоже не всегда так. Мы для того, чтобы доказать, что это не так, говорим о том, что существует стрипер, который в принципе нейтральный, я об этом уже говорил, стрипер с нейтральным pH в нашем трихине 105. А тот стрипер, который мы позиционируем как стрипер, предназначен для удаления самых сложных защитных покрытий, у него 11,5 pH концентрации, что в разведении дает где-то около 10,5-11 pH. И при этом pH стрипер эффективно работает по самым сложным защитным покрытиям. Проблем никаких не возникает, плюс минимум безопасность при обращении к персоналу, руки, глаза, все это всегда является опасным для работы с человеческими средствами. Итак, героем нашего сегодняшнего демонстрационного удаления пленки будет наш стрипер Интерхим 102. Интерхим 102 – это специально разработанный стрипер, который предназначен для удаления многослойных сложных удаления защитных покрытий. В том числе усиленных высокоскоростной полировкой, в том числе усиленных полиуретаном. Средство разводится от 1,3 литров на 8 литров воды. Но для нашей ситуации мы будем использовать 2 опасных разведения. Обладает приятным запахом, возможно применение как вручную, так и с машинной техникой, потому как он является низкопенным. Вот это вы видите слайд, снятый из нашей лаборатории. Это сравнение начинается слева, пленка была удалена с Интерхим 100 грамм стрипером, справа вы можете видеть обычный стрипер, как это говорится. Давайте потихонечку начнем. Что мы имеем